Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы находимся в творческой студии рукоделки, и мы вновь будем созидать и творить. Но немножечко поменяли мы формат, сегодня мы будем работать втроем. Знакомьтесь, это Юлиана Ким, руководитель творческой студии, и наша юная помощница Виктория. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что мы будем делать сегодня, Вика? Подделки из эпоксидной смолы. Из эпоксидной смолы подделки. Хорошо, но давай обратимся к твоему руководителю и наставнику, да? Юлиан, эпоксидная смола – это, конечно, вещь уникальная, да? Но, возможно, кто-то о ней слышит впервые. Расскажи немножечко, что это такое и что можно из этого сделать. Ну, эпоксидная смола, мы будем использовать сегодня двухкомпонентную. Она замешивается компонент А с компонентом Б, и в процессе соединения она затвердевает. Она выглядит как клей, да? Но через 24 часа она полностью застывает и приобретает форму. Можно делать из эпоксидной смолы разные изделия, различные фруктовницы, вазы, тарелки, подстаканники, подсвечники, мыльницы и даже гребешки и закладки для книжек. Вот мы видим, да, расческа лежит, да, гребешок такой, очень интересно. Это все подставочки, да? Да, это для стаканчиков подставочки. Вот там мы видим мыльницу, да. То есть, по сути, это такой материал, из которого можно сделать практически все, да? Да. Начиная от какого-то декора для дома, да, заканчивая целыми сервизами, да, практически. Главное, да? чтобы была подходящая формочка. Формочка. То есть молд. Силиконовая. Да. Хорошо, ну Вика уже заскучала. Давай начнем. Сегодня Вика делает все под нашим контролем, ну а мы тем временем беседуем и рассказываем, как да что делать, да? Итак, с чего начинаем, Юлиана? Итак, для того, чтобы сделать изделие из эпоксидной смолы, нам понадобятся следующие материалы. Ну, как я уже сказала, это сама эпоксидная смола, красители, перламутр, наждачная бумага, акриловая краска, газовая горелка, одноразовые перчатки и кисточки и деревянные шпажки. Вика, ты одень, пожалуйста, перчаточки. Да, работа это да, достаточно. можно замораться, поэтому лучше перестраховаться и одеть перчатки. Значит, а вообще эпоксидная смола, она вредная, нет? Ты знаешь, вот в больших каких-то промышленных объемах одевают, вот изготавливают же столы, столешницы, одевают маски специально, потому что она немножечко выделяет такой, как сказать, токсичный газ, да, который вреден. Но в таких маленьких объемах он абсолютно безвреден. То есть респиратор надевать не обязательно? Нет, не обязательно. Окей. Главное ручки защитить. Да, сегодня мы будем делать подстаканник, вот в такой форме шестиугольный. И нам также понадобятся весы. Я включаю весы, и нам нужно сейчас точно по граммам смешать два компонента. Итак, компонент А у нас 60 граммов. Что значит компонент А? Это смола? Да, это смола, а компонент Б это отвердитель. Все понятно. Компонент А смола, 60, и второй отвердитель. И второй компонент, он 40 граммов у нас. Итак, мы берем чистый стаканчик, даже нам понадобится 3 стаканчика. Один у нас будет прозрачный, второй будет один цвет, краситель добавляться, и в третий стаканчик будет второй краситель добавляться. Итак, ставим пустой стаканчик и начинаем заливать. Как долго остывает, засыхает? 24 часа. 24 часа. Да. То есть мы зальем, и можно будет ее использовать только завтра. А сегодня мы также украшать будем наши готовые изделия. Так, ложечкой. Очень важно соблюдать граммовку. Допустим, у нас сейчас 100 грамм, значит, нам нужно сделать 60 компонента А и 40 грамм компонента Б. Но это принципиально важно. Это то есть плюс-минус 10 граммов, что произойдет? Смола не затвердеет просто. Да? Вот прям так важно. Завтра мы придем, и она будет оставаться жидко, как слайм. То есть каждый грамм здесь должен быть? Да, она должна быть такая, как стеклышко. Обратите внимание, для работы с эпоксидной смолой мы накрыли стол. Накрыли стол, да, потому что, в принципе, возможно,
что работа будет грязная, да? Да. Даже вот весы наши, да, мы тоже Покрыли. обернули пищевой пленкой, потому что, ну, это меры, так сказать, безопасности. Ну, вот эти капельки, они же застывают, и потом они просто не отмываются. Не отмывается. Вот, я смешала 2 компонента, Викуль, держи. Сейчас нужно замешивать в течение 5 минут. Это тоже очень важно. Принципиально. Да. Мы замешиваем, касаемся дна и касаемся стенок. Желательно это делать в одном направлении. И не так быстро. Потому что если делать слишком быстро, могут образоваться пузырьки. То есть медленно тогда. Да. Вот, когда мы будем заливать формочку, в самом конце, когда мы уже все закончим, мы пройдемся по ней газовой горелкой. И она как раз уберет лишние пузырьки. Да. Да, то есть воздух нам не нужен, да? Да. А вот если посмотреть, пока Вика у нас тут 5 минут будет размешивать, да, вот если говорить про изделие, прочность имеет значение, допустим, если изделие прозрачное или, допустим, изделие вот окрашенное, или Нет. оно в любом случае плотное? Да, она в любом случае плотная. Вот. То есть практически как пластик, да? Ну, даже Но не тверже. стекло, да? Нет, не стекло, она не разобьется. Хоть и выглядит примерно как стекло, на Да. самом деле больше это похоже на пластик, да? Да, обратите внимание, здесь у нас гербарий, засохшие цветы, которые собирала мама на даче. И я их в какой-то момент засушила и думала, буду делать гербарии, но потом забыла про них. В книжку их положила между листочками. И вот спустя много-много лет, когда уже увлеклась эпоксидной смолой, я их нашла и использовала. Вот То есть так они вот. пригодились. Очень интересно. 5 минут в самом разгаре, Еще из эпоксидной смолы можно сделать украшения, да? Мгм. сережки, кольца, Дети, да, браслеты, любят это? кулоны, да. И также можно использовать фотографии. То есть, если ты заливаешь, хочешь на память что-то оставить, можно положить вниз, в центр фотографию и залить прозрачной смолой. То есть примерно вот такая же система, да? Да, да. И потом это Также будет что? делают Подстаканник брелочки. или что это будет? Ну, можно как фоторамка. Фоторамка. Да. Уже такая, на веки века будет, да, 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 фотка? да, да, да. Давай я расскажу, что мы делаем после того, как у нас затвердевает смола. Давай, На следующий день. хорошо. Вот, допустим, у нас есть вот такой есть такая подставочка, ничего страшного. Вот для этого мы как раз и постелили бумажку. И мы используем акриловые краски, чтобы сделать эффект жидкой потали. То есть мы по контуру, по внешнему контуру, просто закрашиваем краской. Обычно используется либо золото, либо серебро. Так красивее. Вот. Но прежде чем это сделать, вот продаются такие вот. Я вообще долго смотрела на это и не могла понять, что же это наждачная такое. бумага. Вот здесь вот надо первую убрать. Вот она убирается. Вообще, как говорят в магазине консультанты, она для карандашей, для заточки карандашей. Но я ее использую для того, чтобы какие-то острые углы, чтобы их убрать. Вот. У Вики устала рука. Держись, 5 минут еще не прошло. И только после того, как мы все отшлифовали, влажной салфеточкой протерли пыль, и можно уже красить. Так, у Вики процесс в самом разгаре. Уже рука у нее устала, но надо 5 минут со всех стеночек. Да, можно поставить себе таймер, чтобы не перепутать время. Сложно, Вика? Давайте я помогу. Вся испачкалась. Вика, расскажи, а с чем больше всего тебе нравится работать в творческой студии? С глиной. С глиной нравится? Да. То есть тебе вот фигурки делать нравится, да? Украшения или что ты делала? Рассказывай. Украшения, Украшения делал? Какие? сережки, кольца. Получились? Да. Понятно. А шить любишь? Да. Тоже любишь. Давно ходишь в студию? С осени. С Да? осени. Ага.
Вика не только украшения делала, она также шила и даже придумала свою игрушку. Обычно мы идем по программе. А она захотела шить, как называется, кот-банан, да? Это вот сейчас дети популярны. Кот-банан? Детей, да. То есть это и кот, и банан Да. в одном, да? лице. Самое главное, они сами рисуют шаблоны, сами придумывают все. Что-то невероятное, получается, да, абсолютно эксклюзивная вещь. Ну, я думаю, достаточно, уже 5 минут прошло. Так, теперь смотрите, мы должны то, что у нас получилось, разделить на 3 части. То есть у нас 3 стаканчика. Раз, два и 3. Один стаканчик мы зальем, у нас будет прозрачно, мы потом смешаем поталь. И в 2 других они у нас будут цветные. Даша, подай, пожалуйста, красители. Так, красители это вот эти баночки, Да. понимаю, да? Красители, они обычно специально идут для эпоксидной смолы. У нас сегодня такой цвет снежная мята и Да. ежевичный мусс. И к этим красителям цвет мы подбираем перламутр. Он придает цвету красивое сияние. Так, вот мы разделили на 3 части. Вик, можешь уже снять перчатки и добавить краситель по 3 капли на каждую баночку. Сейчас произойдет волшебство, да, я так Так. понимаю? Держи. Капаем. И, да, цвет, потом добавляем перламутр. 3 капельки сделай. 3. Обычно красители для эпоксидной смолы, они идут насыщенные. Я 4 капли. Ну, ничего ничего страшного. страшного. И добавляем перламутр. Сиреневенький. Давай. Да, тоже цвет. Перламутр мы сразу вот так не выливаем в стаканчик, а мы берем обратную сторону ложки, чуть-чуть сюда зачерпываем. Вот так вот. И замешиваем. И опять начинается процесс, который любит Да, держи, Вика. держи. Да? Так, и второй цвет. Очень Второй Это цвет. зелененький. Зелененький. Желательно выбирать контрастные цвета, чтобы не было такого, что розовый и сиреневый. да? Сиреневый, да, да, да. Потому что они смешаются между собой, а они должны отличаться, чтобы получился красивый эффект зебры. Итак, второй цвет мы тоже добавили. Ой. Вот Берем. посмотрите, была прозрачная Мгм. эпоксидка, а стала вот такая ярко-ярко Фиолетовый. фиолетовая, но еще и с перламутром. Красивый цвет получился. Ага. Отложи сейчас в сторону. И давай зелененький. Я тебе здесь уже все сделала. Капельки налила. Я думала, порошок это смешивать надо. Это перламутр, да. Он выглядит как порошок. Ага. Юлиана, а основные ошибки, которые вот можно допустить, помимо того, что рассчитали неправильно граммовку, еще что обычно совершают люди на мастер-классах? Допустим, если работаете с сухоцветами, да, то там немножко другая формула. То есть вы заливаете на дно, Вот это, да, случай. на дно расставляете цветы, потом заливаете все это эпоксидной смолой. Бывают цветы такие объемные, ну, бутончики роз, допустим, они выступают, Выпуклые, да. выступают, и смола полностью может их не покрыть. Да. В этом И потом случае? на следующий день делается финишный слой, то есть дополнительный. Еще раз, да, Да, заливаете? еще раз заливается, и формочку доставать из молда не надо. Потому что если вы ее вытащите, да, и потом начнете заливать, она начнет пропитываться сквозь стенки и на дно. То есть донышко будет неровное. Есть свои нюансы, да, Да. то есть? Так, итак, а вот в третью прозрачную мы добавим поталь. Поталь, для тех, кто не знает, это такая фольгированная бумага, да? Да, золото. Тоненькое золото. Очень такое хрупкое, да? Мгм. Прямо вот так цельным пластом или надо на кусочки разрывать? Цельным пластом вот так вот. Вот Она так там, прям? да, она там внутри сломается. Так. И тоже замешиваю. Вика, показывай, какой у тебя там цвет получился.
Ага, на камеру он покажет, что у тебя такой мятный, Мгм. нежный мятный. У меня тут черника. Как То есть думаешь, мы у кого будем лучше, у делать тебя или у меня? Вот похожую поделку. По центру здесь у нас поталь. Ага. Вот Так, интересно, что, да, что в изделиях с эпоксидной смолой повторов невозможно, да? да. Все эти разводы, все эти мелкие детали, вот это все, ну вот как застынет, так Эксклюзивно, застынет. да. Да, эксклюзив Мгм. полнейший. Вика сейчас разобьет нам, по-моему, Так, эту подставочку. Значит, мы подготовили все компоненты и начинаем заливать. Самое главное Самое сейчас, интересное. самое интересное, что же из этого выйдет? Мгм. Мы убираем в сторону наши палочки и начинаем заливать по центру. Вика, по центру заливаем сюда по очереди. Можешь взять во вторую руку второй цвет, О. весь не выливай, весь не выливай. Мгм. Теперь второй Так. цвет бери и прямо на него же по центру заливаем. О-о, не торопись. И весь не выливай. О. Стоп. Так, отлично. Так. Теперь опять возвращаемся к зелененькому. Что же выйдет из этого? И Мгм. А теперь опять фиолетовый. очень увлекательный процесс, завораживает, прям сидишь и ждешь, как ребенок. А что Да. же из этого выйдет? В процессе работы эпоксидная смола начинает нагреваться. Вот если ты потрогаешь стаканчик, он Ага. стал уже немножко теплым. Да, Мгм. есть. Это такое. вот начался уже процесс Мгм. затвердевания. Да. Это можно убрать. И давай остатки остальные зальем до последней капельки. Итак, Можно заливаем мы в такую формочку, да? Да, можно вот так вот, дай-ка. Можно вот так вот взять и ложечкой. Я дотронулась. Мгм. Дотронулась. Влажными Сейчас мы делаем салфетками все салфеточку. это вытирается. И мне тоже дашь? Держите. Мгм. И сейчас по центру мы зальем Поталь. поталь, да. А то, Тоже что вот у нас палочку какие-то берем. такие... Это мы сейчас поправим все. все, хорошо. Так, руки вытерли. Пошли дальше. Так, поталь заливаем. Да, золотинку. Мгм. По центру. Прям в центр По давай. центру. Оп. Давай, не бойся. О. Ну, эпоксидную смолу мы заливаем до краев. Чуть-чуть, чтобы вот она не выходила, да, за края. Мгм. Все, достаточно. И теперь смотрите, мы берем вот такую деревянную шпажку острой стороной. Острой стороной мы начинаем делать узор. То есть от края к серединке. От края к серединке. И у нас получается такой узор цветочка, да? Ты как продолжишь? Да. Примерно на одинаковом расстоянии. И у нас вырисовываются лепесточки, да, такие Мгм. красивые. А по центру у нас золото. Да. О, отличный результат получился. Вот. Если у нас, вот я вижу, да, образовались пузырьки, Мгм. достаточно, то мы пройдемся газовой горелкой. Мгм, пожалуйста. Так, это небезопасно, Да, Вике это доверять не небезопасно. будем этот процесс. Поэтому я быстренько сама покажу, как это вообще делается, да? Мгм. Так, мы включаем газовую горелку, зажигаем. И вот видишь, исчезают на глазах. Точно, пузырёчки. пузырьки все. И поверхность становится гладкой совершенно. Да. И прозрачная. Да. Хоп, все, выключили, убрали. Если надо что-то подправить, подправили. Мгм. Вот, и оставили сохнуть на 24 часа. Просто так. При так. комнатной температуре. Да. Еще очень важное тоже одно забыла отметить, то, что поверхность должна быть ровная, чтобы не было наклонов каких-то, чтобы она не перетекла. А иначе у нас будет с одной стороны толстенькая, Да. с другой тоненькая. Да. И обязательно сказать всем своим домашним, чтобы вот не прикасались, подходили, да? Не трогали, и дали изделию полностью застыть. Ага. Вот. Еще некоторые мастерицы делают такой купол, закрывают, чтобы не оседала пыль. Иногда потому что бывает может такое, быть, да. Так, у Вики Итак, творческий процесс Мы сейчас это продолжается. уберем в сторону, она у нас будет застывать. Мгм. И мы покрасим края
наших На готовых готовых изделиях. изделий. Да. Ага. Так, Так, аккуратненько, Виктория. давай это отодвину. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Всё. Так. Держи, О, давай. красота какая. Да. Так. Акриловую красочку нам нужно. Так, это вот это. Мгм. Держите. Кисточки. Держи. Акриловую краску можно покрыть в 2 слоя. Сейчас я немножко там замешаю. Это мы уже отшкурили края, получается? Да, мы отшкурили Всё чистенько, края, протерли от пыли влажной салфеткой. Ну, при желании можно это делать, можно не делать, как бы. Но мне кажется, что чего-то как будто бы не хватает, да, вот этой льдинки. Хочется Так, достать, да, видишь? эти цветочки оттуда. Мгм. Вот тебе идея летом собирать цветы, а потом сделаешь такие же подставочки. Да, держи, Вика. Начинай красить края. Да, Она это прям что золотистая? да. Это просто акриловая краска, да? Мгм. Несколько слоев, видимо. Да. наверное. Лучше в 2 слоя наносить. Мгм. А из таких самых крупных работ или самых таких запоминающихся работ с эпоксидкой, что было на твоей памяти, Елена? У меня был подносик, Ага. да, и еще у меня мама делала такую большую-большую картину на стену. Золото, там черный был цвет, белый. А больше Ну, работать с таким материалом нравится детям или взрослым? ну вот смотри, можно рисовать что-то определенное, вот как мы сегодня цветочек нарисовали, да, а можно рисовать абстракцию, то есть полностью довериться своему воображению Ага. и нарисовать то, что вот не существует вообще в природе. Космос какой-то, да. Да, А можно море нарисовать. Можно также использовать ракушки Ага. для украшения. Допустим, если вы море нарисовали, можно и песочек туда добавить, и ракушки добавить. То есть натуральные такие, да, Да, да. материалы. А на подносик добавляются специальные вот ручки, рукоятки. И все это делается в тот момент, когда она еще не застыла. А, Да. Потому что потом ее ничем не приклеишь. Вот. Также еще украшают и деревянные доски, даже на кухню, на стол, чтобы красиво подать. да, столешницы добавляют, да, Нарезки с деревом, какие-то. когда Да. миксуют. Мгм. В один слой мы покрасили. Так, ну все, пусть это лежит, сохнет. Давай сюда. Вот, допустим, если мы на прозрачную, да, основу, вот мы залили прозрачную полностью молд, и только потом чуть-чуть, буквально несколько капель мы добавляем эпоксидную смолу с красителем. Мгм. Очень важно. Ошибка, знаешь, еще какая? Я Какая вот сейчас бывает? вспомнила. Берут краситель и сверху вот так вот капают капельки, но краситель не застывает. То есть он застывает только тогда, когда он смешан с эпоксидной смолой. Вот, дорогие друзья, это важный момент, да? Да, Если потому вы что- думаете, что вы таким образом сэкономите время, да, Мгм. залили Да, в молот, а потом капнули, нет, Да. он не застынет. да. У него масляная основа, потому что и он очень будет долго сохнуть. Мгм. То есть вы будете вот так вот трогать, и у вас будет краска на пальце. Все понятно. Если говорить про молды, да, Мгм. вот тут есть несколько Да, примеров. силиконовые молды. Это могут быть различные мыльницы. Вот они вот так вот выглядят. Можно использовать их как подставку для украшений. Мгм. Можно использовать... можно, кстати, делать колечки. Если у вас остались... Вот вы залили молд, и у вас в стаканчике осталось Вот у нас несколько, осталось, да? капелек. Из них мы смолу не выбрасываем, Ага. из них мы делаем колечки, кулоны, вот такое вот мелкое что-то. Вот да? у нас закладка Либо есть, да? закладку для книжки, да. Посмотри-ка, нам хватит на закладку, нет, Вика? Глянь. Ну давай Ложечка. посмотрим. Можно, в принципе, там до последней капли вылить. Ну давай я Или попробую. колечки давай. Давай я попробую. Сейчас посмотрим. Потому что вот здесь, в данном случае, да, ничего не пропадает. Все идет в расход. А если, допустим, вариант, право на ошибку, так сказать, если, допустим, залила, не понравилось, ну, уже цвета смешались, уже все, ничего не Можно сделаешь. добавить цвет потемнее. Ага, то есть... Либо добавить другой цвет, и при смешивании он получится еще совсем другой. Мгм. Что еще можно туда добавить, допустим, если все-таки, ну вот залила,
допустим, подставку, но что-то не хватает. Как еще можно изменить ситуацию? Ну, различные блестки, А стразы можно? пайетки, стразы. Главное, чтобы они были не глубокие. Мгм. Не глубокие. Вот наглядный пример того, что здесь безотходное производство. Мгм. Осталось что-то в стаканчике, залили формочку неглубокую, и получится еще и закладка для Книжки. книжки. Вот так вот. Сейчас мы здесь тоже сделаем узор. Со временем молды деформируются. Вот эти Если ты резиновые, обратила да? внимание, Ага. некоторые места, да, загнутые. Ну, во-первых, нужно каждый раз обновлять, да, свою коллекцию молдов. Мгм. Вот. А во-вторых, когда демолдинг происходит, что такое демолдинг? Это когда уже смола застыла через 24 часа, и мы их уже достаем. Мгм. Аккуратненько это надо делать, не сильно, чтобы не повредить молд. Мгм. И иногда бывает так, что слишком долго работаешь со смолой, и она прямо превращается в кипяток, и она может обжечь силиконовый молд, и на нем могут образоваться трещины. Даже так бывает. которые в будущем будут оставаться следы на следующих Да. поделках. Вот, все, отлично. Прямо нам все хватило тютелька в тютельку. Вот как у нас, допустим, на гребешке, да, можно использовать вот такие вот наполнители, они специально для эпоксидной смолы Мгм. продаются. Разные фруктики, разные животные продаются в Да. любом виде. Протестим. Расчесывает волосы, нет? Расчесывает. Мгм. Вот такой чудо-материал – эпоксидная смола. Действительно, это очень такой практичный, да, вариант для творчества. Это раз. Во-вторых, конечно, здесь на любой вкус и цвет, да, есть варианты, да, того, что вы можете сделать. Ну а самое главное – это, конечно, индивидуальность, да, потому что здесь все индивидуально, правильно, Юлиана? Вот обратите внимание, повторных таких, допустим, разводов, ну, никто не сделает точь-в-точь, да. Подобные цветочки так не зальются больше ни у кого. Ну, а далее, главное, было бы желание, да, Вика? А еще я хотела бы, Даша, тебя дополнить, что это очень несложно. Справится даже ребенок. Вот. Поэтому, дорогие друзья, попробуйте, сходите на мастер-класс, и, возможно, именно подобный вид творчества раскроет в вас определенные таланты. А мы не прощаемся, Вика. Увидимся совсем скоро. До новых встреч. До свидания.